Оренбургским УФАС России в этом году по фактам заключения прямых договоров вынесено 17 постановлений на общую сумму 850 тысяч рублей. Антимонопольное ведомство разделило нарушения на 3 важных пункта: заключение прямых контрактов, антиконкурентных соглашений и злоупотребление доминирующим положением. Конкуренция не всегда бывает добросовестной. Некоторые используют свое превосходство, другие вводят в заблуждение, и это просто так никому с рук не сойдет, говорят специалисты. Правонарушение, следствие, цифры. Кто и как подвергается административному наказанию за нарушение антимонопольного законодательства. На брифинг много гостей приглашать не стали из соображений безопасности. В большинстве своем участники региональные журналисты. Руководитель Ингушского управления ФАС делится итогами проделанной работы. Больше всего нарушений в сфере здравоохранения. Экс-замминистра признан виновным в более чем 80 административных нарушениях на общую сумму более 300 тысяч рублей. И это в основном из-за нарушений в части закупочной документации, контрактов на поставку лекарств. Также были выявлены такие факты, когда закупалась медицинская мебель. То есть это все планово было, но они решили в обход законодательства по максимальной цене заключить напрямую эту сделку. При заключении этих прямых контрактов очень сложно. Сам заказчик ставит себя в основном в топтан, потому что там высокие цены, допустим, на маски на 60 рублей поднимались там за штуку. Вот сейчас им очень сложно объяснить, почему такая сумма была выплачена за эту же маску. Хотя, если бы они провели бы торги на торгах, они уже это могли бы очень легко объяснить. Там 2, 3, 4 участника было, никто ниже не предлагал, соответственно, это была на тот период рыночная цена именно этой маски. Немало нарушений за год выявлено и в области антиконкурентных соглашений. Хозяйствующим субъектам и должностным лицам выписано 5 постановлений на сумму более 19 миллионов рублей. Простыми словами, неконкурентные соглашения – это когда участники отказываются от соперничества друг с другом на каких-то условиях или же создают другим препятствия для внедрения в рынок. Во-первых, это картельный сговор. Ввиду того, что у нас было неконкурентное соглашение, в прошлом году это анонсировали, дело по реабилитации Сунжинского пруда. Там был сговор выявлен на 118 миллионов, самый контракт был заключен. В прошлом году? Да, в прошлом году. Штрафы уже в этом году были наложены. На одну из компаний 11 миллионов 120 тысяч рублей. И на вторую компанию больше 7 миллионов рублей штрафы были наложены. Более 200 дел рассмотрено за незаконный захват земельных участков за последние несколько лет. В числе самых громких захват Бурбарс, древнее городище, датируемое 5-8 веками нашей эры в селении Яндари. На эту информацию сотрудники Ингушского УФАС наткнулись в сети интернет и незамедлительно предприняли меры. Никто это земельный участок официально никому не передавал, тем более он не был продан каким-то образом, потому что если он был продан, он должен был быть продан через торги, а торгов там не было, это однозначно. Поэтому получилось, что это самозахват. И мы ответы получили с Министерства имущественных отношений, есть Росимущество, в принципе, потому что не их к ним относится, о том, что это незаконный самозахват был. И это физлицо просто пришло и начало строить свой дом, свой огород и так далее. Незаконно. Но вследствие чего ему было выдано предписание органам местного управления о том, что он должен покинуть эту территорию и ликвидировать тот ущерб, который он нанес этому месту. И таких дел ежегодно антимонопольная служба рассматривает очень много. Управление призвано охранять честную конкуренцию, бороться против монополии, выявлять картельные сговоры и проверять рекламу на достоверность и добросовестность. Зелимхан Калоев, Хамзат Халухоев, Новости 24.